За на худу торкты, стрим харкты, лайки викты, перезапуск хэп, тигедла тани хули живые на, за оркты. Знаете, я еще чуть заметил. Короче, ладно, заходите сперва. Я раньше, знаете, никогда не думал, что это у меня такая тема будет. Но она тоже имеет место. Ну, в общем, я сильно никогда комментарии раньше в инсте не писал. А сейчас стал писать что-то в инстаграме под всякими постами. И, и почти всегда мои комментарии нормально набирают просмотров. Ну, в смысле, лайки ставят. Я раньше вот никогда не задумался о своей способности. Ну, конечно, они такие, знаете, комментарии, как это сказать-то, ну, письменно, если честно, мне кажется, у меня более жестко всегда получается, как-то более саркастично, что ли. Никогда этому особого внимания не придавал, но оказывается это тоже действенная вещь, я так понимаю. Цан худу торок ты. Надеюсь, сейчас после перезапуска нормально пойдет стрим. А то, видите, какая история происходит. Теневой бан меня куда-то отправили. У меня еще тут один шортс начал нормально просмотры набирать, но они его тоже как-то охладили. Как они вообще это делают вручную? Как-то... Короче, много попыток у них, чтобы мой канал не развивался, одним словом. А так, я думаю, совсем другие цифры были бы, по сути, по большому счету. Ну, конечно, надо развиваться дальше, да, я согласен, что это, как сказать, ну, то, что мешает, это очевидно. Я не говорю, что я настолько гениальный контент делаю, настолько все супер круто делаю, что прям там вообще. Но то, что мешает мне, ну вы же сами все это видите. Все это не может один стрим набрать 200 просмотров, а другой там 15 тысяч. Так не бывает. Это просто нереально. За... Сейчас в Бурятии как раз хорошее время для стрима. Уведомления не приходят. Ну ладно, подождем. СМБНА, звук норм, боты тебе дизлайки ставят и жалобы кидают, поэтому идет понижение. Ну да, их работа. Их работа такая. Да, вот почему этот видео. Просто я удивляюсь, как они пессимизируют видео, ну, вот то, что перезапуска не приходится делать. Ну, допустим, вот одно я запускаю, там хоть час говори, оно там не даст тебе просмотров. А после перезапуска оно нормально начинает залетать. Меня единственное радует, что началось все-таки в Рашке потихонечку добираться до самих этих руководителей. Сейчас, мне кажется, они там сидят все на очке, очень боятся после вот этой истории со Старовойтом. Это же очень интересная история на самом деле. Короче, я вообще этой темой сильно не интересовался, ничего, но
Сейчас я ай, ай, прослушал достаточно много видео, узнал его биографию, и вообще почему его вдруг порешали. Все понятно стало. В общем, этот чувак из клана Ротенбергов а, по Автодору что-то работал, то ли министром там был, то ли что. Он причастен в том числе и к системе Платон. Ну, то есть там те бабки, которыми он там рулил, э, которые мутил, короче, да, коррупционные все схемы, это огромные, огромные бабки там просто. И в какой-то момент он настолько хорош был в этом деле, в коррупции, что его поставили губернатором вот этой вот злосчастной Курской области. А там они, короче, оказывается, как получилось-то, они украли просто огромнейшие бабки, там, какие-то миллиарды просто. Причем сам Путин в этом деле тоже замешан. Я вот не понимаю просто, как он, как сказать, это же вроде как его страна, и он там полный хозяин. Почему он сам у себя ворует? Вот это вот не пойму. Короче, они должны были там построить эти заградительные какие-то фортификационные всякие эти постройки, что-то такое, чтобы, ну, украинцы там не ворвались в Курскую область. Ну, конечно, ничего не сделали, все разворовали, как всегда. Ну, это же Рашка, это, в принципе, все понятно. И надо было найти кого-то виноватого. Ну и все. Сперва взяли одного за задницу, Смирнова какого-то. Он указал на этого, как у Старовойта, а Старовойт уже мог показать на Путина, что там Путин тоже в деле. Ну, как сказать, как это у них поговорка-то есть. Следствие главное выйти не выйти на самих себя. Ну, поэтому этого чувака застрелили, в общем, такая история. Ну, вот так вот, знаете, они вроде и воюют, с другой стороны, сами же у себя воруют. Какие-то интересные вообще ребята. То есть, какая-то у них вообще супер болезнь. Ну, видимо, когда ты столько лет занимаешься безнаказанным воровством, все уже как бы тебя уже ничего не останавливает. Короче, трашка распадается, разваливается, туда ей дорога. Такие дела. С 19 4 в карман. С 19 ничего не понял. На зубах дракона бабки сделали. Да. Причем в деле сам Путин был. Это пипец. Как можно вот... Ну, они давно такой, конечно, темой страдают. Интересные ребята, еще раз говорю. Ну и все. Суть-то в чем? В том, что раньше вообще основной принцип был, почему люди во власть шли. Они все во власть идут, все люди, которые стремятся только к личному обогащению, коррупции, которые, короче, любое губернаторское кресло, ну вообще любой пост стоит огромных денег. И вот, допустим, нашу республику Бурятия возьмем, да, заносится определенная сумма, лично Путину, я так понял. Ну, допустим, Цыгенов наш, да, заносит бабки, и потом ему на разграбление Бурятии дается определенное время. Ну, как определенно, там, пофигу. Сперва он отбить, конечно, должен то, что он там наворовал. То есть то, что он там взятку должен заплатить. Потом уже себе, видимо. Ну и на всех на них компромат есть. Все они в чем-то. То ли там наркоманы, то ли какие-нибудь извращенцы, короче. Ну, что-нибудь да есть, короче, на любого папочка есть. И она ждет своего времени просто. Вот и все. Но раньше как было, даже если тебя типа поймали, эту папочку подняли, то ну, ничего страшного не было. Некоторых, видимо, даже выпускали. Сейчас, я думаю, многие вот эти чиновники вообще просто завидуют тем людям, которые свалили.
Тинькову там завидуют, да, то, что выпустили его. Ну да, бабки отжали, но зато живой, здоровый, там интервью ходит, еще дает, да. Рашку проклятой страной назвал. Сказал, чтобы дети никогда не возвращались назад. Такие дела. А они попали в какую задницу? Все, вот этот тезис можем повторить, он воплотился в реальность. Но что воплотилось-то? 37-й год воплотился, да? То есть, когда вот этих вот... знаете, тут, как сказать, из истории как будто все начало всплывать. И 37-й год, и 90-е года, да, когда вот этих вот всяких партийных бонс выкидывали из окон. То есть, понимаете, вот когда люди, ну, помнят же еще, даже не обязательно самому все это изучать, просто послушать достаточно. Все же помнят, в 90-х годах выкидывали тех, кто много знал. При Сталине застреливали из именного оружия. Ну, короче, все, что было связано с всякими вот этими внесудебными расправами, все это повторяется. Такие дела. Еще история с этим венком, это тоже. Типа Путин, ну, разрешили устроить похороны в Старовойту. И посмотрели, кто придет на похороны. И вроде как отправили как будто бы венок от Путина. И, как сказать, потом сообщили, что типа никто ничего не отправлял. То есть вроде как отправили, но потом машину развернули. Ну, тоже такой чекистский, короче, прием. Смотреть, кто придет, кто что. Короче, я думаю, сейчас у этих госчиновников просто паранойя вообще. Представляете, там кого-то из окна выбросили недавно, кого-то застрелили. То есть они теперь поняли, раньше можно было воровать. Ну, для чего как бы все затеивалось-то, да? Ну, как бы ты приходишь там с Бурятии, из другой республики, просто огромные бабки просто маешь, да? И раньше тебе ничего как бы не было. Ну, в крацах, в крайнем случае, может быть, там присядешь ненадолго, или даже условным сроком, ну, или там отожмут у тебя деньги. Ну, все равно много ты оставишь, большой процент ты оставишь. Все равно всю свою семью проспонсируешь, они там уедут за рубеж и так далее. Вот как наш бывший мэр Голков. Он же свалил куда-то в Израиль, по-моему. Сейчас тоже, мне кажется, он кайфует, наворовался. Сам свалил в Израиль и сидит себе радостно, я думаю. Очень счастлив, я думаю, то, что у него так все получилось. То, что он успел вырваться из Рашки пока. А сейчас зато кто там сидит, они сейчас, наверное, думают, капец, попали. То есть они действительно смогли повторить и 37-й год, и сталинские эти все репрессии и так далее. Сейчас еще, знаете, не осталось же никого, кого в Рашке можно это, типа оппозиционеров или еще кого-то, кого можно было бы прессовать. Ну, все либо уже сидят, либо все свалили. Ну, все. И знаете, для конторских-то это тоже плохой знак. Потому что они же начинают сейчас друг друга жрать. И для ботов это тоже, вот я вам хочу сказать, я всегда об этом говорил, это тоже для вас плохо. В какой-то момент и вас тоже начнут сливать. Так что не надейтесь на то, что вы там что-то сидите, что-то делаете. На вас по-любому тоже всякие папочки есть. Так что ваш теперь все время сидеть вам и бояться, в общем, надо. Что делать-то? Причем, знаете, это же не важно, эффективно ли ты выполняешь свою работу, там, воровал ты, не воровал, коррупционер, не коррупционер, честный, нечестный, это не важно вообще. Либо настучат кто-нибудь, да, какой-нибудь этот напишут, либо это, ну, ложный донос, да, либо подсидят, либо, ну, короче, вот это вот, пауки в банке начинают друг друга жрать. Чекисты же тоже страдали. Либо это, нет, все-таки Ежова, вот этих всех же, и Берию даже завалили. Такие дела. Единственное, я так понял, не трогали этих, расстрельную команду. Там нужны были люди, которые
отморозки, короче, которые, ну, их заменить сильно неким было. Это тоже редкие экземпляры, видимо, были. Палачи, короче. Ну, а всех остальных, я думаю, сейчас там многие призадумались. Они-то думали, как? Мы будем тут воровать, ну, они про себя так думали, вывозить все бабки за рубеж, свою семью, все. А сейчас там Ельский университет, да, признали нежелательной организацией. Это то есть тоже вот этой всей как бы псевдоэлите, этой контраэлите такой сигнал, что вот ваши дети-то не должны никуда сваливать. Будете вместе с нами пропадать. Так что, знаете, это же договор с дьяволом. Вот эти все госчиновники, что думали-то, да? Вы что думали, это все просто так, что ли, будет? И вот эти все чекисты, которые и бизнес крышевали, и все. Вы что думали, это все вот, ну вот можно будет, да, вот это все крышевать, э, ну вот эти боты в том числе, да, сидят, пишут там что-то. Думали, все можно, все это обойдется так просто, да, то есть можно вот этот беспредел совершать, всех обманывать, ну и типа самые умные такие, да, вот мы типа воруем, а все вокруг такие дураки. Ну нет, ребята. Подписали договор с дьяволом и, как сказать, в этом договоре все равно потом приходит в какой-то момент, момент расплаты, короче, такая вот история. Так, что тут всякие боты? Ботам-то тоже надо сидеть и очень сильно бояться, потому что вся информация на вас есть, все досье, все есть. Потом в один прекрасный момент, когда вот это вот стадо все взбунтуется, все эти данные всплывут, и все. Вот эта толпа просто, вам и сорваться-то некуда. Толпа вас будет просто разрывать. Ну, либо попадете в ГУЛАГ какой-нибудь, а-ля ГУЛАГ. Я вот это вот давно уже говорил. Ну, видите, вот Старовой это яркий вот для вас пример. Ну, конечно, это, я понимаю, это, как бы сказать, только начало. Это как вот всякие дела врачей, начинается же все такое. То же самое. Но это, понимаете, как бы сверху начинается и так потихонечку вниз, вниз, вниз идет. Понятное дело, что где боты и где Старовой, это разный уровень, но тем не менее. Так что вот хотели же вот все это вернуть Сталина, сталинские времена, ну вот как бы пожалуйста, вернули. Сейчас вот все это будет продолжаться. Хотели вот эту атмосферу страха, боязни. Самое главное, знаете, ну это по-другому, на самом деле, я сейчас так размышляю, и кончиться-то не могло. Ну а что, смотрите, страна, которая выбрала путь-то какой? Это же очевидно было, что в 90-е годы надо было идти до конца. Надо было НКВД, коммунистов, всех этих, всю контрэлиту, все это надо было раскрыть и наказать. И пойти, ну, Новодворскую надо было слушать, по большому счету. Таких людей, как она. Ну, ее саму, в конце концов, траванули. В общем, общество это, ну, с другой стороны, рабы что могут? Да, у них мозгов особо и нету. Общество это ничего не проанализировало, не прорефлексировало и начало наоборот, как сказать, хотеть вернуться назад, свои кандалы, оковы. Ну вот сейчас не гундите, сейчас вас вернули, возвращают в сталинские времена. Тут еще такие сигналы идут, что хотят. Ну, я, конечно, сомневаюсь, но с другой стороны, почему бы и нет, если тем более поддержка от Китая будет. Систему этого ГУЛАГа реабилитировать. Хотя, с другой стороны, знаете, это все-таки ГУЛАГ, это надо прям по-серьезному. Все равно там надо
Это же массовые репрессии уже будут. Надо очень большой штат, причем идейных людей, причем таких людей, которые будут готовы действительно за идею, да, там работать. То есть вот они, не знаю, может они, конечно, как это, не, это бесполезно. Все-таки те времена и эти, это совсем разная история. Но какие-то вещи все равно, как мы видим, они уже реализуются. Это очень тяжело, конечно, для вас всех. Ну, я имею в виду ботов, вот этих всяких госчиновников, конторских. Ну, сами же начинаете друг друга жрать. Ну, туда вам как бы и дорога, на самом-то деле. Ладно, я вообще к основной своей теме хотел перейти насчет Байкала. Короче, сейчас начал я немножко эту тему узнавать. Почему вообще я сегодня даже эфир-то запустил? Короче, как вы знаете, правительство Рашки все-таки подписало закон о сплошных рубках леса на Байкале. Для меня, ну и для всех бурятов, это, конечно, сильный удар, прямо под дых. Все-таки Рашка перед своим распадом, перед своей кончиной хочет максимальный вред нам нанести, нашему бурятскому народу, нашей Бурятии, ну, всему нашему региону. Ну, казалось бы, да, ну, у вас там есть что воровать, да, ну, там воруйте, сколько там влезет где-нибудь в другом месте, да. Но зачем Байкал уничтожать? Зачем там лес вырубать? Ну, экосистему уничтожать. Но нет, Рашка, как сказать, напоследок хочет уйти, громко хлопнув дверью. Короче, я так понял, ну, по крайней мере, пока это одно мнение эколога независимого, да, так скажем, о том, какие будут последствия после приведения вот этого вот, как сказать, казни Байкала, да, так мы назовем ее, казнь Байкала, то есть вот эта вот сплошная рубка леса на Байкале. То есть по большому счету я говорю, ну у вас же там нефть, да, уже хоть жопой жуй, ее некуда продавать. Газ этот тоже вы не можете уже никуда продать. Зачем вам сдался этот лес на Байкале? Я понимаю, вы хотите перед смертью как бы там надышаться, да, там, не знаю, навороваться до последнего. Ничего святого у вас уже нету. После вас хоть потоп. Для нас это большая проблема, понимаете? Был бы этот русский народ, как сказать, какой-то смелый, достойный, они бы давно встали бы и смели бы. Но нет, это, блин, ну ладно, это уже избитая тема, про это даже уже говорить-то смысла нет никакого. Ну что сделаешь? Рабы есть рабы, изменить их невозможно. Нам придется... Но при этом, смотрите, проблема-то наша остается, да. Сейчас нам надо спасать Байкал любыми способами, любыми методами. Поэтому давайте я прочитаю вот мнение просто независимого, получается, эколога о том, что будет после того, как лес на Байкале, эти козлы, эти рашисты, эти... Ну, это раковая опухоль на теле человечества вырубит. Я говорю, у них много чего можно. Хоть, ну, нефть, да, там воруете или еще что-то. Вы и так ее сколько там уже продали, своровали. Зачем вам, ну, как сказать, что у вас там, несколько лишних миллиардов вам плюс-минус, да, там, что вам они дадут-то? Ну, нет, они, я говорю, прямо цепляются, лишь бы украсть там напоследок, как будто, знаете, у них уже эти деньги у какого-то Захарченко, помните, они же гнили же у них уже, просто гнили, реально. Они вот, это как сказка, помните, этот золотой копытце, да, как этот, поймал какую-то золотую антилопу, которая, ну, там, этом, копытом била, и там золото летело. Такая вот история. То есть они вот, у них и так этих денег хоть жопой жуй, да, вот реально. Нет, они все, все и мало, мало и мало.
уже не знают. Этот Пыни себе уже и дворец построил, и еще что там не построил. Ему все мало и мало, он никак нажраться не может. Это просто, вот знаете, и при этом этот несчастный русский народ, который вот в такой нищете живет, смотрит на все на это, но при этом он настолько рабский, что он даже, как сказать, он даже не может хотя бы даже подумать о том, что, ну, как сказать, о какой-то социальной справедливости, да. Не то, что он даже вот эти вот все чиновники, да, даже не могут ничего сказать. Это со стороны смотреть на все на это такие они все презренные вообще черти, как еще назвать-то это все, вот это общество, все это какие-то, я не знаю. Вы были в деревенском туалете летом? Вот внизу посмотрите, там черви кишат в этом дерьме. Вот эта вот субстанция, понимаете, с этими червями, с этим дерьмом, вот это вот реально, это рашка и есть. Вот это рашка, это дерьмо полное. Все как-то, не знаю, все, к чему не прикоснуться, все в дерьмо превращает. Поэтому я и говорю, что русский мир надо изгонять из всех республик. Ну, русский мир я, конечно, имею в виду идеологию, не самих русских людей. Но вот эта вот идеология, что надо все разворовать, все надо как-то опошлить, все уничтожить. Ну вот это надо прекращать, иначе они всю планету просто уничтожат. Ладно, это я затянул слишком долго вот эту вот, как там, прелюдию, да? Нет, как перед пьесой это называется. Ну ладно, неважно. Читаю мнение независимого эколога о... Я повторюсь, что надо мнение, конечно, разных экологов собрать. Я сейчас постараюсь этим заняться, но я, ну как сказать, буду пытаться работать, насколько мне хватит моих сил, возможностей, работать в этом направлении, потому что, ну как, ну мы должны что-то делать, чтобы спасать Байкал, согласитесь. Мнение независимого эколога о том, что будет после того, как эти рашисты начнут сплошную вырубку леса на Байкале. Первое. Сразу упадет эстетическое восприятие Байкала. Второе. Паводковые воды будут нести грязь и мусор, они же будут размывать берега свои и Байкала. Третье. Возможно, что от 40 до 60% малых рек и ручьев просто пересохнут. На самом деле вот эти все ручьи и реки, они как раз таки и питают Байкал. Четвертое. Из-за этого сократятся нерестовые места. До 70%, слушайте, до 70% рыб Байкала, которые не стайные, а поодиночке плавают в реках, икру откладывают. Хариус, налим, окунь, сорога и прочее. Косяками только омуль и сик ходят. 70% рыб в Байкале может сократиться. Из-за каких-то вот этих вот уродов, которым все мало и мало. Они уже догадались до того, что, как сказать, воруют, вот им еще и лес там надо на Байкале вырубить. Ну вы гребаную эту нефть продаете, там, не знаю, алмазы, там, все что угодно, уран. Нахер вам лес сдался на Байкале? Сколько можно вот, ну я не знаю. Я в шоке просто от этого русского мира, от их жадности, от их, ну просто беспринципности, от их, знаете, вот на это настолько тяжело смотреть. Мне иногда кажется, что это какие-то даже не люди. Я даже не знаю, кто это вообще. Что у них совсем мозгов нету. Одна вот, как сказать, их власть, русская власть, вот ворует, на войне их уничтожает, этих русских, да, и наш народ тоже. Срет на них прямо, да. Я не знаю, как угодно над ними издевается, а они все терпят и терпят. И плюс еще позволяет вот уничтожать наш Байкал. Ладно, вы нефть эту там все выкачали, да, уже разграбили там все. Ну,
Хотя бы лес на Байкале не трогайте уже, ну хотя бы это не делайте. Нет, им надо, вот знаете, вот это как, я не знаю, саранча, не саранча, с чем можно сравнить-то? Ну какие-то ублюдки, короче, которым вот, я уверен просто, знаете, вот они даже украдут этот весь лес, продадут его в Китай. И эти деньги, они даже, я думаю, они просто их сгноят где-нибудь. То есть даже не используют их, понимаете? Они просто либо на счетах где-то повиснут, либо их там как старовой-то застрелят где-нибудь, либо из окна выкинут. Ну, то есть эти деньги все просто, знаете, короче, я не знаю, у меня просто слов нет на самом деле. Ладно, дальше продолжать читать. Это только на... шестое. Пятое, подождите. А раз лесов не будет, изменится видовой состав. Вместо лесных видов трав, кустарников, мхов, лишайников придут луговые, которые будут долго приживаться. Почва-то еще лесная, кто-то из лесных видов уникален, они могут исчезнуть как вид. Шестое. Уйдут лесные виды растительности, сократятся лесные виды насекомых и мелких животных, кто-то может исчезнуть. В самом Байкале тоже жопа начнется. Сейчас грязь несет только Селенга, там 5 городов проблемных. Кяхта, Гусинка, Улан-Удэ, Селенгинск, Кабанск. Плюс есть пятно на севере Байкала, в Северобайкальске и на юге в агломерации Байкальск-Култук. Из-за вырубки лесов вся грязь, которая накопилась за 80 лет, разом окажется в Байкале за 3-5 лет. То есть каждая река станет источником загрязнения. Сейчас только Селенга. Из-за этого начнут дохнуть губки, рачки, личинки, икра, мальки. Короче, вся мелочь подохнет первой. Водорослей, наоборот, будет больше. Им, наоборот, будет хорошо. От этого тоже мелочь начнет дохнуть. Поскольку водоросли в период цветения забирают кислород из воды, период цветения совпадает с выводом мальков из икры. Они задохнутся. Мелкой живности меньше еды для крупных. Автоматически сократят все популяции всех видов. Меньше рыбы, будет исчезать нерпа, чайки, бакланы. Опыт и наблюдения Красноярской Читы показывают, что эти лесорубы могут вырубить весь лес на Байкале всего за 2 года. И, короче, смотрите, у нас всего лишь в запасе 2 года до того, как эти рашисты будут, ну, полностью уничтожат лес на Байкале. Ну что, надо что-то делать. Я, конечно, со своей стороны начну информационную большую работу. Что мне делать? Я же сейчас как бы знаю, что они там собираются это все делать. Ну и буду как можно больше внимания привлекать. Вас тоже всех прошу. Ну, нормальных, конечно, адекватных, не этих ботов, всех обосранных. Нормальных людей присоединяться к этому делу, рассказывать об этом. К сожалению, я понимаю, что сейчас буряты наши, да и вообще все, кто там находится в ГУЛАГе, да, они не свободны, они не могут, может быть, репостить мои стримы или еще что-то. Ну, слишком я жесткий. То есть я в том стриме начинал об этом говорить. Не сохранил я эту, как сказать, такую нейтральную какую-то, как сказать, ну, такую, как это, полупокерная, да, позиция, типа там, как будто бы ты что-то там боишься, что-то там, не знаю. Ну, короче, я уже давно в эту реку вошел, как его там, перешел Рубикон, или как сказать-то. Ну, короче, мне уже поздно назад откатываться и в какую-то такую нейтральную, да, позицию вставать. То есть, типа, как сказать, ну, вы поняли, наверное, да, о чем я говорю. Поэтому мне, конечно, уже сложно будет все это, чтобы именно меня репостили. Поэтому вообще всех людей, которым не безразлична эта тема, приглашаю к обсуждению, потому что чем больше информационного шума мы поднимем, тем все равно им сложнее будет реализовать задуманное уничтожение Байкала. Ну вот как-то так. Пусть Байкал не трогают, пусть свои грязные руки от него уберут.
Нам надо Байкал сохранить. Наоборот, надо там этот ЦБК убирать, этот целлюлозно-бумажный комбинат. Я еще в 90-х годах читал, никакого он вообще... Понимаете, этот совок тоже, да, он же Аральское море уничтожил. Это какие-то, я говорю, сатанисты. Вот они к чему не прикасаются, все уничтожают. Вот какое-то проклятие у русского народа, мне кажется, есть. Я не знаю почему, но это, наверное, все-таки из-за того, что они никак не могут признать все свои преступления. Это вот люди, которые столько совершили зла, и при этом они считают себя святыми. Да? Столько репрессий, столько уничтожений, столько... Хотя бы со Второй мировой войны надо начать. Нет, первое это надо с вторжения в Украину. Признать, что никакого смысла не было просто вот взять в 21 веке, взять и вторгнуться, и при этом еще, как сказать, самих украинцев обвинить в том, что они в чем-то виноваты, в том, что на них напали, да. Ну, короче, это огромная просто вот эта проблема с этим русским народом, по большому счету. Я говорю, даже Пыня здесь, по большому счету, это просто их жертва русского народа. То есть вот я сегодня недавно смотрел это видео, Курехин такой был, музыкант, ну тоже типичный просто имперец. Еще в 96-м году у него интервью спрашивали, вот как вы себе видите Рашку, да, он говорит, ну это должна быть большая страна, я типа сторонник русской идеи, что это большая страна, все такое. Типа я не представляю, что Рашка может быть маленькой, все такое. Ну, понимаете, пока у людей вот эти вот представления есть, как о том, что они, русские, несут какую-то там мир, как будто что-то справедливость, что они должны быть большой страной и так далее, ничего хорошего не будет. Когда они наконец-то одумаются, ну как одумаются-то, они должны, во-первых, все понять, как немцы, да. Хотя с немцами 60 лет прошло. И все-таки немцев и русских сравнивать нельзя. Немцы все-таки, ну, посмотрите, они-то действительно там одевались они в этот, да, какой там, Хьюго Босс, БМВ, Мерседес, ну они что-то делают, действительно. Ну как что-то, мирового уровня вещи делают. Ну и это совсем другая дисциплина, отношение к жизни и так далее, да. То есть это сравнить нельзя, ну согласитесь. Поэтому я, честно говоря, даже не надеюсь, что это получится когда-нибудь у них что-то осознать. У меня почему-то нету веры в это. Сейчас я для себя понял, что наш бурятский народ пока прозревать, что-то делать не хочет. Что-то тоже все засухарились, не хотят какой-то активности проявлять, думать вообще головой. Ну что поделаешь. Пока так. Но я надеюсь, момент придет, все изменится. Что мне теперь делать? Я уже вышел на вот эту всю дорогу. Сейчас для меня максимально главная задача стоит. Я еще, кстати, удивляюсь, что все остальные, да, ну, видимо, им, как сказать, задание дали из конторы, из ФСБ, что про Байкал вы помалкиваете. Кроме меня, получается, про Байкал вообще сейчас никто не говорит. Тоже интересно. Вот напомните им, да, что пусть они там не забывают это, пускай присоединяются к этой акции. Я понять просто не могу. Они столько там миллиардов воруют на нефти, на чем-то еще. Че им дался этот лес на Байкале? Эта экосистема тысячелетия формировалась, как сказать, ну вот она, русский мир, понимаете, не может выдержать. Тысячелетия Байкал формировался, это уникальное озеро, уникальная экосистема, флора, фауна, да, весь наш регион этот байкальский, да, ну от Байкала зависит. И нет, пришел русский мир, уничтожает полностью все там на корню. Где-то в Иркутской области какие-то подземные ядерные взрывы устраивали, да, еще при совке. Лес там безбожно вырубается, почти весь лес наш вырубили. Сейчас вот добрались еще и до Байкала.
Ой. Иногда, знаете, я вот что думаю. Ну, таких людей, наверное, как я, очень мало, да, кто тем более, ну, так вот правдиво все это высказывается и говорит. Но я же, смотрите, я же правду говорю. А такое чувство, знаете, вот, что как будто бы я вот наоборот что-то, какую-то неправду, да, говорю. Неужели вот такое огромное количество наших бурятов? Ну, конечно, они что-то должны тоже делать. Имеется в виду, понимаете, нужно, как сказать, ну, хотя бы эти азиаты России, чтобы они какие-то посты тоже начали про Байкал делать, или еще кто-то, как бы сказать, разрешенные, да, так скажем, санкционированные какие-то ребята, или Бурятия, хрен с ним. Пускай выпускают, чтобы их репостили или еще что-то. Я понимаю, что от меня как-то страшно, наверное, репостить. Все-таки такой вот человек призывает к независимости и так далее, слишком жесткий, боятся люди. Но делать-то что-то надо все равно. Сами люди, видимо, боятся писать от себя лично. Но если мы не поднимем эту информационную волну, мы через 2 года можем уже Байкал потерять. Просто подумайте сами об этом, Бурядут, Нухудут. Через 2 года вам некуда будет ехать отдыхать. Уже там начнется, это, помните, одно время Катакель, ну такая вот всякая какая-то заросла там, все такое, потом это, как щучка, да, там тоже что-то выросла. Вы что, хотите, чтобы Байкал в такое болото превратился, что ли? Сами подумайте своей головой. Ну, надо что-то делать-то, какие-то шаги-то надо делать. Может, ну как, не может, а точно, если мы сильно информационную волну поднимем, шум, эти назад откатятся. Просто какие-то там сидят группы интересантов, они же давно этот закон пробивают, лес вырубить хотят оттуда. И они прямо уцепились, как будто, я не знаю, это их последнее. Где-нибудь воруйте в другом месте, но не на лесе Байкала. Сколько там можно воровать-то, я уже не понимаю. Какие-нибудь там в Бурятии чиновники в Иркутской области по-любому есть, которые, как сказать, потом, когда Рашка развалится, для них это будет плюс. Они скажут, ну вот, мы устроили там демарш, мы там бумаги какие-нибудь не подписывали, еще что-нибудь. Ну, какой-то протест же можно делать. Не обязательно, как я, да, вот, как сказать, сидеть с открытым лицом, в открытую все это говорить, все такое, да, там, всех критиковать. Ну, можно же какими-то другими способами, да, не подписывать бумаги, допустим, волокитить, что-нибудь еще, ссылаться как-нибудь. Это же тоже в силах чиновников, особенно в Рашке. Они же умеют, если хотят, так заволокитить дело, что оно уже все потом просто невозможно сдвинуться с места. Или туда прокуратуру с какой-нибудь внеочередной проверкой послать, чтобы они поехали и там какие-нибудь нарушения выявили, чтобы эти лесорубы не начинали вырубать лес. Ну, то есть инструментов много можно найти. Главное, как сказать, не быть равнодушным в этом деле. Ну, сами подумайте, вот я понимаю, кто-то хочет там навороваться, кто-то хочет этот лес повырубать. Это все, конечно, сказки, что они там. Это Путин сам лично, наверное, хочет там навороваться, скорее всего. Ему-то что, все равно в ад, как сказать, отправиться. В аду там и так горячо, да. Поэтому он и хочет как можно больше захватить, что-нибудь поуничтожать. Но мы-то с вами, наверное, как сказать, с адекватными, имею в виду, людьми, все-таки планируем жить на своей земле, передать эту землю своим детям, внукам. И мы же не хотим, чтобы там была вместо Бурятии пустыня, а вместо Байкала, чтобы было болото. Ну, поэтому надо что-то делать. Я понимаю, все там боятся, что-то, не знаю, там, всего такого. Но посильную какую-то работу-то надо делать, тем не менее. Иначе
Жопа будет, короче. Всего 2 года и все. И, ну смотрите, во многих деревнях Бурятии, и в русских, и бурятских, ну, кстати, в русских, по-моему, больше в основном. Ну, потому что тоже лес там вырубает конкретно. Вода уходит конкретно. Была там 5, 6, 8 метров вода. Сейчас они бурят, уже в колодцах воды нету. До 20, там, до 30 метров. Почему? Лес-то весь вырубает. Лес вырубает, вода уходит вниз. Просто думайте, думайте своей башкой. Что... Я не знаю, с этими деньгами у людей вообще крыша едет, конечно. Ну, это, честно говоря, знаете, Рашка это, конечно, нынешнее время, это в самое темное время живем. Это реально какие-то сатанисты, что-то вообще. Так уничтожать и природу, и людей, и при этом, как сказать, считать себя еще какими-то там, как сказать, святыми, что-то такое, но это, конечно, вообще. Знаете, в какой-то степени даже, да, в других странах люди, ну, конечно, их надо внимание привлекать, я понимаю. И я буду этим заниматься. Но люди, когда не знают о том, да, что творит Рашка, да, русский мир что творит, ну, в конце концов, и русские люди творят, давайте уж честно говорить. В нашей Бурятии, в других республиках. Они счастливы, я думаю, потому что если бы они знали, что происходит, да, что вот так Байкал уничтожается, да и вообще во многих других республиках, им было бы, наверное, как-то тяжело на душе. А они не знают просто, и им проще. А мы, тем более, оттуда родом, для нас, представляете, какая-то тяжелая как бы, ноша знать все это. И как бы не мочь, как сказать, это остановить, по большому счету. Ну что нам делать остается? Лесорубов этих находить и стрелять их или что? Что еще? Что делать-то? Но не могут наши люди пока это устроить. То есть наши буряты, видите, с чего это все идет-то? Наши буряты утратили чувство того, что мы хозяева на своей земле. Вот я об этом же все время говорю. Понимаете, мы пустили этих оккупантов на свою землю, а они, ну для них, ну честно, давайте будем. Ну какой нормальный человек в мире будет уничтожать Байкал? Ну просто так вот взять. Но русский народ это делает, понимаете? Они, видимо, после себя вообще не хотят ничего оставить. И наша-то проблема в чем? Нашего бурятского народа. Мы вот пустили их и не можем защитить свою землю. Даже Байкал не можем защитить. Сами себя не можем защитить. Вот в чем наша проблема. И это так печально на все на это смотреть. Такие дела. Если бы Россия защищала лес и Байкал, то лес на бревна не переводили и воду из озера китайцы цистернами не вывозили. Хватит врать, ни один бурят не совершил ни одного военного преступления, вы их оклеветали, на сегодня ваши фейки развенчаны уже. Привет, помните, США одна дама то ли привязала, то ли приковала себя к редкому огромному дереву, собрались журналисты, напечатали снимки где только можно. Ну да. Надеюсь, Бурятии... Ну, понимаете, это Америка, это другая страна все-таки. Но в Бурятии нам тоже такие люди нужны, которые... Главное, это, конечно, чтобы это попало в СМИ. Ну надо как можно больше. Что делать-то? У нас другого варианта просто нет. Для нас, бурятов, это
Это даже жизненная необходимость, понимаете? И если на Байкале начнет происходить, ну я надеюсь, конечно, мы этого избежим, экологической катастрофы, то это же повлияет на наш регион. То есть с учетом того, сколько уже вырублено леса русскими оккупантами, то как в Пекине, знаете же, пески, да? Ну сейчас они там борются с этим. Нам просто, мы просто на нас начнут, ну, пустыни будет, и пески на нас тоже будут наступать. Понимаете, это потом, знаете, это надо быть просто какими-то полными дебилами, живя в таком прекрасном месте, уничтожить лес, уничтожить это вот уникальное озеро Байкал, и потом все это восстанавливать. Понимаете, это же уничтожить-то легко, а ты потом попробуй весь этот лес высадить заново. Байкал мы точно не сможем восстановить никак. Это же уникальная экосистема, которая сколько тысячелетий она формировалась, создавалась, да. Там есть эндемики, которые там живут, нерпа это байкальская и так далее, да, которые только в Байкале и все. И вот это взять и просто из-за каких-то бабок, из-за каких-то вот этих оккупантов, которые нажраться не могут, взять и уничтожить. Да. Ну, конечно, это что? Это говорит об упадке нашего народа, самосознания его, духа. Вместо того, чтобы защищать свою землю, свой Байкал, мы так же, как и алтайцы, как и другие народы, идем воевать в Украину, которая нам вообще ничего не сделала. И даже не по своей какой-то там воле, за какой-то русский мир, который на самом деле и не русский, а китайский, потому что, ну как, сами же знаете всю эту историю. Китайцы же сказали, что не дадим Рашке проиграть. Ну, о ком так говорят? О том, кто не самостоятельный. То есть за... Понимаете, у меня теперь какая теория появилась? Когда вся эта история началась, вот смотрите, Пыни и компания, они все понимают, этот кооператив озера, что они очень много наворовали, и когда-нибудь придется отвечать. Им нужна была какая-то мощная крыша, которая бы не позволила это. Ну, они обратились к китайцу. Ну, китайцы сказали, ну окей, мы вам поможем. Но вот мы сейчас тут будем бодаться с США. Ну, либо это в процессе как-то все интуитивно произошло, не понимаю как. Мне кажется, там не так, что это какая-то стратегия, скорее всего. Просто китайцы, понимаете, даже по их всем действиям, ну, они же с монголами все те же вещи производили. Все время стравливали нас просто, да и все, и сами не воевали. Ну, сами как воины, они не очень, как и русские, в принципе. Ну и все, и когда Пыни захотел на Украину напасть, ну они разрешили ему, тем более он сказал, за 3 дня возьму. Ну, в принципе, даже когда у него ничего не получилось, они-то не в проигрыше. Они же своих солдат не отправляют, это только русские там умирают. Ну и наши тоже народы. Им-то что, китайцам? Ну, они так по чуть-чуть помогают, понимаете. В этом-то еще, знаете, в чем? Конечно, тупость то, что вообще происходит сейчас. Такая тупость. Но нам в этой тупости что делать-то? Надо максимально сохранить наш народ и нашу природу. Как-то продержаться до того, как Рашка развалится. И выйти с минимальными потерями. Ну, конечно, мы и так в минус уйдем. Мы уже в минус ушли. Наш народ, во-первых, зомбированный этим русским миром, абсолютно, абсолютно зомбирован, как сказать, мозг вообще, видимо, как сказать, отрицательно работает, да, как вражки говорят, отрицательный рост, да. Население абсолютно зомбированное. Природа просто русским миром уничтоженная. Байкал тоже в тяжелом положении. Да там какую сферу не возьми, все в такой тяжелой ситуации находится. Мы в большом минусе уже сейчас. Но
Обретя независимость, мы хотя бы начнем сперва к нулю стремиться, потом уже в плюс какой-то. Но это, конечно, долгие годы понадобится. Плюс еще эти контрэлиты, которые тоже ничем не лучше русских, которые тоже стремятся все лишь бы ограбить свой же народ, все выкачать из него. Ситуация тяжелая, конечно, вообще тяжелая. Но, видимо, без вот таких вот испытаний, лишений не видать нам хорошей жизни. Как-то нам надо пройти весь этот путь. Что делать еще? Другого варианта просто не остается. Ну, другой вариант, если они, эти оккупанты, превратят нашу Бурятию в пустыню, ну, просто всем сваливать оттуда и все. Но я думаю, здравомыслящих людей все равно еще много остается. Будут пытаться спасать как-то Байкал и природу нашу, да и свой народ, собственно. Потому что эти дебилы ради какой-нибудь деревни, там, не знаю, готовы миллионы, тысячи там похоронить, мясные штурмы отправить. Это, понимаете, знаете, люди, вот меня что, знаете, что поражает? Люди, которым по большому счету ничего не надо было в этом конфликте, да? Но ими так легко манипулировать, оказывается. Ну, с одной стороны, понятно, что столько тысячелетий рабства, да, когда мозг не работает, когда вот эту всю нормальных, адекватных каких-то людей изгоняют, убивают, уничтожают, которые бы к чему-то хорошему призывали. Это понятное дело, это искусственный отбор идет, и постоянно, если в твоем народе уничтожать и так, который в рабстве столько лет жил, да, представляете, столько лет вымывать вот этих нормальных, и остаются в конце концов одно быдло тупое, и которое, понимаете, начинает верить во все эти сказки, еще их заучивает, что вот Запад коварный и так далее. Но сейчас-то кто Байкал уничтожает? Запад, что ли, уничтожает? Кто хочет лес вырубить весь на Байкале? И я подозреваю, уже вырубает. Это что, Запад? Это Байден там ходит? Или Трамп там? Или кто там? Обама нассал в подъезде? Или кто? Это вот русский человек это делает. Пока русские это не признают, что они во всем виноваты, ничего не будет, понимаете? Так и будут топтаться на месте. Хотя, честно говоря, до них уже дела никакого нет. Главное нам как-то спасти свой народ, и Байкал, и Бурятию. Ну и всем республикам остальным тоже, конечно, свои. Башкорты молодцы, боролись за Куштау, отстояли его в конце концов. Ну, если мы не будем бороться, ничего не получится. Другого способа в этом мире не придумано. Всегда будет кто-то хотеть, как сказать, как это, знаете, выражение есть, трусость отцов. Ну, типа, если ты будешь трусить, то рабство твоих детей и внуков назовут доблестью. Вот с нами то же самое произошло. Ну, ладно, не будем отцов трогать и так далее, да, они наших предков конкретно репрессировали в 30-х годах, забили, уничтожали. Вот как сейчас знаете, у русского мира всегда одна и та же стратегия. Вот они Чечню, да, бомбили, просто уничтожали мирных. Ладно, Лебедь набрался мужества, сказал это, да, впрямую, что 80% они, на самом деле, больше мирных гасили. Они сейчас тот же самый сценарий реализуют в Украине. Бомбят мирные города, они устраивают это, такие акции устрашения, как бы. Но они одно не понимают, что чем больше ты вот так вот уничтожаешь, тем больше ты сопротивления вызываешь. Они хотят, конечно, вот так вот запугать украинский народ, но они наоборот. Все-таки Украина не одна, ее Европа поддержит, США поддерживает. Китай, я думаю, знаете, Китай очень хладнокровно к этому относится.
Это не его граждане, это не китайцы. А, Они, как сказать, нейтралитет держат, да. Ну, так одну фразу бросили, но по большому счету это... Я не думаю, что Китай будет... Китай какая, в конце концов, разница? Они выигрывают на всем на этом. Что они будут спасать экономику Рашки, что ли? Нет, конечно, что им. Китайцы очень продуманные люди, они не будут это делать. Да и тем более, смотрите, если бы они даже хотели спасти, но ты этим дашь денег, они же их прожрут обязательно, все пропьют, еще куда-нибудь денут, они ничего не спасут. Ну вот они же видят прекрасно, сам Пыни там ворует. Хотели в Курской области построить какие-то укрепления и сами же все разворовали. Ё-моё, что за люди такие? Армия это не армия, сброд какой-то, все там, все тоже воровство какое-то, коррупция. Ну, куда ни плюнь, там везде, все везде, все говно какое-то, все воруют, все печальная история, конечно. Больше фашистов, меньше фашистов. Наше общество в этой войне очищается от быдла, мангадяр и Менглешек. Менглешки кто это? Украинцев жалко, что за нашу слабость отдувается, так что будем репарации им платить. Хватит сочинять о Буче, Ирпении. Жаль, целый год, как чеченцев, ни бурят там вообще не было. Ваша украинская прокуратура это подтвердила. Ну, это могут и не украинцы писать, это могут русские боты писать. Ну, это был же псковский десант, который так на украинцев наезжать, я тоже думаю, не стоит. Но ради справедливости действительно надо сказать, что это не буряты были в Буче, это были псковский десант, это русские были. Этот псковский десант, он же достаточно известен по своей жестокости, как раз пыткам всем этим. Китай забирает Дальний Восток. Ну, это как бы исторические земли Китая, по сути-то. Такие дела. Ну ладно, ну худут. На сегодня, наверное, все. В общем, для себя я что понял. Тему с Байкалом бросать ни в коем случае нельзя. Надо информационно как можно больше об этом работать. В каждом стриме я буду об этом говорить, буду ролики делать. Ну, буду все, что от меня зависит, буду делать. Для чего я еще тогда уехал из Рашки, для того, чтобы говорить. Всем остальным пишите в комментарии, пожалуйста, чтобы они поднимали эту тему. Как-нибудь до этих наших тупых чиновников тоже надо. Ну, я понимаю, там все, конечно, они одним миром мазаны, все они там... Ну, они, наверное, тоже понимают, даже если на ПМЭФе этом, да, они же все равно заговорили о том, что... Они что делают там сейчас, вот эти чиновники, когда они говорят о том, что ну все, капец, короче, скоро экономика рухнет. Они себе соломку подстилают, понимаете? Они все понимают, куда все катится. Скоро все развалится, и надо будет на кого-то спереть. Все будут на пыню валить. А они будут говорить, ну вот, помните этот ПМФ? Мы же там предупреждали, мы под страхом большим, но мы все-таки до русского народа там доносили. То есть каждый уже начинает о своей шкуре заботиться. То есть скоро в Рашке будет тяжелая жизнь, и чиновники начинают уже потихонечку готовить себе, соломку подстилывают. За ногу идут. Ой, блин, предатель России. Я ее не предатель, а, как сказать, как можно предать то, что ты ненавидишь, твоего врага, как можно предать? Я не понимаю. Моя родина не Рашка, моя родина Бурятия, понимаете? Так что для меня Рашка это оккупант. Как я могу ее предать, если это на меня напали эти люди? И оккупировали мою землю,
уничтожает сейчас Байкал, лес уничтожает, все природные ресурсы выкачивают, мой народ уничтожает в конце концов. Меня самого хотели на войне уничтожить. Как я могу любить вообще Рашку и русский народ, если они уничтожают мой Байкал, мою Бурятию, мой бурятский народ, меня самого хотят убить на этой войне. Да и вообще, по-любому, какое-нибудь дело там состряпали уже давно-давно. Стоит только мне вернуться, сразу упакуют. Как я могу вообще? Как? Это просто наш народ пока еще не дошел до этого. Но дойдет обязательно. Придет время, все это дойдет. За худут, Байрла. Русский человек. Не оскорбляй меня, пожалуйста. Я теперь это как оскорбление воспринимаю. За худут, Байрла. Комментарий башты, лайки ты. Подписка ты за худут. Ахину за